эфире. Есть или нет? Добрый вечер, если что. На своем телефоне звук тоже убери, чтобы они не слышали тебя. Так. У меня еще нет прямого эфира на телефоне, я ничего не вижу. Угу. Так, еще раз добрый вечер, Севди Хелшин, двое вроде бы. Как меня слышно, как меня видно, друзья, сегодня мы решили без ноутбука выйти на связь. Не очень слышно. А? Эхо большое. А почему? Потому что комната большая. Давно не делала эфир, собиралась давно, но ждала ноутбук. То у меня не видно или нет сообщений? Нет сообщений. Угу. Друзья, почему молчим? Хоть кто-то что-то напишите. Так, Наталья Гарусова. Здравствуйте, добрый вечер. Как вам меня слышно, как меня видно? Ибрагим говорит, что у меня тут эхо. Может, ты дверь прикроешь, может, не будет эхо? Человек в эфире. И все молчат почему-то. 14. Друзья, почему молчим? Задавайте вопросы, на какую тему сегодня вы поговорили. Мы давно не были с вами в эфире. Так, Наталья Гарусова, хорошо слышно. Спасибо, Наталья. Наталья, вы откуда? Друзья, у нас такая духота, жара. Какая у вас там погода? Что у вас нового? Лемка Картоева, первая. Лемка Седи Хелшин. Так, Наталья Гарусова, живу в Харькове, Украина. Ты тоже не молчи, Мара? Ну, если хоть кто-то что-то тему сказал, я бы ответила. Сама начни, может быть, если никто не пишет. Сама начни, если никто не пишет. Ну, а с чего начать? И будешь ты просто сидеть. Не знаю, 22 в эфире, но никто ничего не говорит.
Рассказывайте, как у вас дела, какая погода у вас. Кто-то писал, что холодно. Ну вот, наконец-то, Юлия и Россия, доброго времени суток, Лила. Добрый вечер. Так, Рита Саня. Ой, прямой. Давно начали? Нет, только начали. Никто не пишет. Татьяна Шарина. Добрый вечер. Всем слышно, видно хорошо. Добрый вечер, Татьяна. Спасибо всем. Юлия, Россия, привет, Ибрагим. Ирина Ким, Лейла, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Это мои подписчики. Спасибо вам большое, которые все меня комментируют. Я рада, что в эфире. Друзья, задайте тему, не знаю, на какую тему с вами сегодня поговорить. Может, о чем-то вас, что-то вас интересует. Всем добрый вечер и всем хорошего вечера. Так, Осетик Хелшин. Так, Шун Хелсетик, можешь имя написать свое, чтобы я как-то к тебе обращалась? Может, Мадина Аздоева, сокращенно? Марка, ага. Буду знать, Марка. Так, Рита, Лила, вы говорите, а темы найдутся. Вот именно о чем с вами говорить же сначала надо знать. Я сегодня, если честно, со многими подписчицами в личке общалась. Так, Мака пишет, что она с Далакова. Гендац. Да, если Далакова, то мы живем рядом, Мак. Сегодня одна ингушка, может, второй раз мне позвонила и говорит, что, ну, мы общались на разные темы, и говорит, когда первый раз увидела меня, мой канал, еще про себя подумала, вот если она там что-то будет говорить неприятное, нехорошее, ну и не будет нормально вести влоги, вот я ей напишу. Смеется и говорит, у тебя, говорит, все хорошо, все нормально, говорит, все нравится. Мне тоже было очень приятно, если честно. Я очень боялась каких-то отзывов именно от своих, что будут недовольны, что им будет неприятно, но пока вроде бы я устраиваю своих. Так, Кэтрин, добрый вечер, здоровья, долгих лет во всей вашей семье. Вы достойная женщина и мать, и просто хороший человек. Большое спасибо, Кэтрин, большое, огромное. Так, Мака, как бабушка, как здоровье? Алхамдулилла, хорошо, Мака, все хорошо, у мамы, у нас все хорошо. Так, Алия Цханов, Светик Хелхалила, Хахал Светик, добрый вечер. Татьяна Шарина, жара мозги высушила, поэтому мы молчим. Жара это просто не то слово. Я сегодня все-таки смогла вычистить свои палисадники, которые у меня были заросшие, даже выше меня ростом, наверное, были. Плодотворно сегодня поработала, пока еще не было очень жарко, вычистила под солнышком, и потом уже под деревьями, уже когда все-таки жара стала больше. Много времени потратила, потому что каждую эту травинку выдергивала руками. Ташина семейка, здравствуйте, дорогая Лила. У меня видео нет, только картинки и ваш голос. Это только у меня так? Добрый вечер, Наташа, ага. В смысле картинки? Не знаю, она не Прочти видит. еще раз. Ну что? Прочти еще раз. У меня видео нет, только картинка и ваш голос. Пусть обновит YouTube. Что есть? Обнови? YouTube обновит. Наташа, Ибрагим говорит, обнови YouTube. Так, Ленка Картоева, Наня, передай большой своему Машу обязательно. Так, Юлия, в Москве сегодня было 35, да и у нас тут было, если не все, 40. Так, добрая душа, добрый вечер, добрый вечер. Алина К, здравствуйте. У меня так же, как и у Ташиной семейки, обновляла все равно. Почему это так? Сейчас посмотрю. У меня все нормально. У тебя есть картинка, да? Но и у меня есть. Так, Рита, Саня, вы сказали, что вас ночью мало смотрят, а я только ночью и смотрю целый день. Кухня, дом, дела, ночью тихо, никто не мешает, вы большая умница.
Нет, вы знаете, у меня по статистике смотрят с 18 где-то до 22 примерно. Да, так же у нас статистика? Да. Вот. Кухня для большой семьи. Ассаламу алейкум, Лейла, ва алейкум ассалам. Так, Лидия, у меня все нормально и видно, и слышно. У меня нормально все. Наташа, нормализовалась, да? А, вот у меня тоже пропало. Пропал? Да, застыл на месте. Ну, у меня Без тоже. понятия вообще, что. У меня тоже. Все, просто картинка и все. Так, здравствуйте, Ой, что ли? Так, друзья, картинки нет у меня все-таки. Ханиф Ацичеев, у меня тоже картинка, ты сидишь в кресле, разговор твой. Да, да, у меня у самой так же. Может, перезальешь? Сейчас. Друзья, сейчас прямой эфир обратно перезапустим, не уходите. Так, по-моему, картинка сейчас появилась. Нет. Подожди, минуту. Появилась? Нет. Да, появилось видео. А, да, сейчас уже есть. Есть? Так, Татьяна Шарина. Лева, у вас еще не говорят о обязательной вакцинации? Нет, пока вроде бы нет. Я не знаю, как в этих государственных структурах, но вот так вроде бы нет еще. Алина, когда видео появилось? Ага. Мака сейчас вижу, Тайшина, семейка, все, видео есть. Короче, все уже видят и слышат. Все-таки без ноутбука, наверное, из-за этого, да? Нет. Нет? Подними телефон. Подними телефон. Че? Ты смотришь в пол. Я не смотрю в пол. Друзья, почти 2 часа сегодня возила с коровой утром и вечером. Опять одна дойка у коровы у меня заболела, мастит снова, вызывали ветврача. Не смогла дозваться хорошего ветврача, он бы хорошо, он в прошлом году хорошо мне ее вылечил, привели другого, но этот ветврач знает больше, меньше даже, чем я. Не знаю, что-то у меня эта корова все время... Я так радовалась, что в этом году у нее не было этой проблемы, но снова появилась. Так, кухня для большой семьи. Как ваша мама? Передайте своему Машу. Обязательно. Мама хорошо. Алхамдулилlah. Ташина семейка. Лела, вы сушилку для ягод попробовали? Да, стоит. Вот вчера завела где-то, что 10 вечера, наверное, да? Да, и стоит. Но еще не высохли. И вишню положила, да, еще не высохли. Так, добрая душа, теперь нормально. Видно и слышно. Девочки, кто из черешни что-то делал? У меня очень много черешни, не знаю, что из нее делать. Я никогда не делала варенье из черешни. И боюсь, что компот тоже будет невкусный. Знаете, какая у меня черешня? Ну, если только косточку вынуть. Вот вроде бы она вкусная, сладкая, а когда доходишь до косточки, она чуть-чуть горчит. Мы нарвали сегодня аж 4 ведра. Одно ведро я и Садаку дала. 3 ведра вот стоит, да еще, наверное, там, может быть, ведер 5 еще можно нарвать, если полностью нарвать. Вот не знаю, что из нее сделать. Если, может, заморозить без косточки. Посоветуйте, что, девчонки. Я ничего действительно никогда из черешни не делала. Так,
Нина, здравствуйте, тетя Лила, рада вас слышать. Добрый вечер. Спасибо. Так, Татьяна Шарина. Далее у меня тоже картинка без видео. Опять, что ли? Да нет. У меня есть. Ну, это, может быть, задержка идет. Так, Исенок и ее семья. Мадина Сердик Хахел Сердик. Марина Адамовна, Чечня. Лила, доброй ночи. Добрый вечер, Марина. Идет видео. Машалова. Так, Рита Сани. Из черешни я делала варенье. Поясненок и ее семья. Одно в Назране отправь. Не отправлю, вы приезжайте сюда. Так, Мака, дядя Алму Херцун, и по имени назвать неудобно, так как вы мне в маму годитесь. Расскажите, пожалуйста, или советы, как нам быть молодым невестам. Вы очень мудрая женщина. В смысле, как быть? В чем как быть? Марина Адамовна, Чечня. Я компот варила из черешни. Вместе с косточной, Марина. Марин, она у меня поближе к косточке, немножко, мне кажется, горечь у этой черешни. Она не будет потом влиять. И, может быть, с ней ягоду какую-нибудь кинуть, да? Так, Альбина Магомедова. Добрый вечер, я так радуюсь очень. Так, София Мавропо. Добрый вечер, рада вас видеть и слушать. Добрый вечер, София, я тоже рада читать ваши комментарии. Вы так не всегда пишете комментарии, и рада, что вы со мной в эфире. Так, Гаджо Сатору, да, по-моему, если я неправильно назвала, извините. Давно эфира не было, да, давно не было. Собиралась давно, ждала ноутбук, но так и не дождавшись, сегодня Ибрагиму говорю, сегодня все равно не успела ролик выложить, давай хоть с телефонов сделаем прямой эфир. И у меня многие девочки просили. Марина Адамовна, Чечня. Так, я добавила абрикос, да? Ну, попробую. Я уже давно на рынке не была. Интересно, смородина. Ну, раз моя созрела, значит есть, но у меня мало. Скорее всего, с красной смородиной бы, наверное, будет вкусно. Надо будет попробовать. Да, Мадина, дочка моя, советует в кастрюле сварить чуть-чуть и посмотри, горчит или нет. Ну, спасибо. Вот что значит 2 головы, да? Так, Ириска Крапка, добрый вечер всем. Ура, попала на стрим. Добрый вечер, Ира. Так, Анна удалила. Таша на семейке. Друзья, не забываем ставить лайки. Спасибо, Наташа. Наташа, как там у тебя дела? Как твоя стройка идет? Так, Альбина Магомедова. Магомедова. Добрый вечер. Как вы, как ваши родные и близкие? Как там Аишка? Салам из Дагестана. Добрый вечер, Алина. Все хорошо, спасибо. Альбина, извините. Аишка тоже нормально сегодня звонила им. Я говорю, может, ты приедешь ко мне? Аишка говорит, нет, не хочу, не приеду. Как родился Мухаммед, она сюда не хочет ехать без них. Так, Анна Мухаммед, ассаламу алейкум, Лейла, алейкум ассалам. Ну, то, что заморозить можно, я знаю, но не знаю, чтобы и после заморозки, что из нее потом делать, если она будет горчить. Ирина, лайк готов. Спасибо, что напомнили, Наташа. Ленка Бокова. Добрый вечер всем, кто в чате. Лейла, приятно вас видеть и слышать. Добрый вечер, Ленка, мне тоже очень приятно. Марина, блин, чуть не забыла поставить лайк. Вот теперь. Я сама иногда забываю ставить лайки, когда кого-то смотрю, кого люблю из девочек. Девочки, кто что варил, что делал, какое варенье варили. Так, Аиша, Лила, рада тебя видеть. Спасибо, Аиша, я тоже рада, что ты со мной в эфире. Видели, что у меня капельный полив. Я надеюсь, все, какая благодать, пошла, открыла краники и спокойно, и не надо никаких шлангов таскать, не переживать, что я не успеваю полить. Я не нарадуюсь этому капельному поливу. Папа, мама, добрый вечер, Лера, как дела, как жизнь молодая?
Все хорошо, действительно. Я сегодня как раз на канале говорю, сегодня ролик снимала, что у меня в этом году плачевные палисадники, как бы, что я нормально не успеваю там что-то сделать, что я еще молодая, в принципе, не бабулька. Вот как стану бабулькой и буду заниматься чисто одними цветами, палисадниками. А пока молодая, у меня еще очень много дел, до палисадников не доходят руки. А как стану старушкой, то начну сажать палисадники, смотреть за детьми, за внуками. И вот, как видите, сидеть в этом кресле и отдыхать. Так, а так можно продать. Ты знаешь, что я ее не продам, Мадина, зачем пишешь? Так, Ирина, сегодня впервые купила чернику. О, чернику. Что я давно на рынке не была, надо будет поехать. Тачная семейка. Лева, дом готов. Я сейчас жду, когда кухню мне поставят. Как только кухню поставят, так заеду. Надеюсь, в середине июля уже буду из своего дома вещать. Ой, здорово. Все-таки новый дом — это очень здорово, друзья. Мадина Бокова. Лейла, приятно вас видеть. Доброй ночи. Так, Светлана Белова. Лейла, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас видеть в добром здравии. Сегодня варила вишню с агар-агаром и делала вареники с вишней. Я тоже собираюсь, правда, делать вареники с вишней. Поставила в холодильник вишню, но у меня вишни мало, у меня много черешни. Света, у вас лицо прям светится в последнее время, хотя трудитесь, вы не покладая рук, и все равно такое посвежевшее лицо. Спасибо, Саечка. Я стараюсь помолодеть все-таки, чтобы меня никто старушкой не называл. Любовь Кравченко. Добрый вечер всем, Лейла. Рада видеть тебя. Капельная полит тебе в помощь. Привет маме. Спасибо, Люба. Ирина. Ирина, занимайтесь, к чему есть желание. Пусть старость вас не застанет дома на диване. Спасибо, Ирина. Ханифа Цичеве. Первый раз варила варенье из тутовника. Получилось вкусное. Ханифа, как я давно хочу просто тутовник поесть. Я давно его не ела, прям очень хочется. Ну, действительно, Мадина, зачем пишешь, пишет Аиша. Так, Ирина, мои айсята, вас приветствую. Так, папа, мама, Лейла, да, Юахюльха, а мама Мокжи, да, мама здорова, все хорошо, Мокжи. Такая жаркая погода по маме, она любит жару. Представляете, вот в такую жару сидит в теплых шерстяных носках, и ноги, не ноги, а колени, обвязанные специальные наколенники шерстяные привезли ей, Танзила с сыном моим, когда ездили. Ей не жарко. Я говорю, ну сними так же жарко. Говорит, нет, мне не жарко, мне очень комфортно эта погода. Так, Альбина Магомедова. Поздравляю вас с рождением внука. Я с удовольствием смотрю ваши все видео. Спасибо, Альбина, большое. Ой, Виктория Гузенко, добрый вечер. Как здоровье, как мама? Добрый вечер, Виктория. Алхамдулилlah, все хорошо. Как вы, как ваше здоровье? Гульбара, здравствуйте, моя дорогая. Как вы здоровье, как ваша мама? Гульбара, добрый вечер. Что-то давно твоего ролика я не вижу, у меня не появляется. Ты не работаешь? Вроде бы я подписана от тебя, но в ленте я тебя не видела. Так, Гульбара, хорошо выглядите. Спасибо большое. Аиша, приветствую чат. Всем доброго вечера. Так, папа, мама, Дальва, Юшанс. Гульбара, как погода у вас? Духяхал, папа, мама. Я не знаю, может как-то по имени, может как-то... Папа, мама, может скажете имя свое. Какая погода? У нас жара, у нас тоже жара невыносимая просто. Духота, вот сейчас прям вот очень жарко в доме. На улице, правда, уже прохладно, во дворе так хорошо, ветерочек. Но в доме за целый день дом согрелся. И еще насчет того, вот как раз Наташа написала, что скоро въедет дом. Друзья, я же жила первое время, ну лет, по-моему, 5 в маленьком домике, 3 комнатки. Там высота потолков, по-моему, 2,30 только была практически. Ну, он и сейчас, он у нас есть низкий. Когда мы построили это, не то что построили это мы сразу, мы долго не могли сделать ремонт, долго не могли сюда въехать. И когда уже мы сделали ремонт, ну, не очень-то, но все-таки этот ремонт, какой мы сделали, для нас это был шикарный, для меня этот ремонт. Признаюсь вам, когда уже все комнаты были мои готовы, когда никого не было дома, еще мы полностью сюда не переселились,
вот, от низких потолков, а здесь уже 3,10 высота. Я сюда заходила и по всем комнатам так вот прохаживалась. Мне так было комфортно, мне так это нравилось. Мне казалось, что я в таких хоромах хожу. Наверное, соотношение низкого дома с высоким, со светлым. Там вообще было темно, а окна маленькие. И из-за того, что дом Саманы, мне дядя моего мужа полностью его, полностью со всех сторон сделал навесы, чтобы, ну, попадая дождь на стены Саманы, чтобы он не намокал как бы. И из-за этих навесов, из-за того, что окна маленькие, из-за того, что дом сам низкий, там было очень темно, постоянно нужно было, чтобы был свет электрический. И когда я сюда зашла, когда сюда первые дни, ну, я это делала, конечно, когда никого нет дома, детей нет дома, мне так было комфортно, мне так это все нравилось. Я ходила по комнатам туда-сюда, я выглядывала в окна, я выходила и заходила. Это было так здорово, друзья. Ностальгия по тем временам. Так, у меня накопилось, наверное. Так, Ирина, у нас жара больше 30. Сая, извините, что покидаю вас, мне надо утром рано вставать, а в такие моменты обидно, что у меня на 4 часа больше, чем у вас. Ну ничего, Саечка, беги. Куда это ты так рано вставать? Что там у тебя? Что-то давно Сая на связи не была со мной. Аиша, Лера, спасибо за гостеприимство. Очень достойно встретила достойных гостей. Спасибо, Аиша. Гульбара, вы молодец, всегда без дела не сидите, такой как вы, мало, вы работящие, здоровья вам и вашим близким, у вас золотые руки. Спасибо большое, Гульбара. Огромное вам спасибо. Так, писала сноха, как что делать невесткам. Ничего, если есть свекруха, слушаться только свекруху. Вы знаете, когда молодой не понимаешь, что все-таки свекровь нужна, кажется, было бы хорошо жить самой, что принимать решения самой легче, что-то легче, но все-таки есть очень много и плюсов. Конечно, если свекровь адекватная, что тебе не надо решать никакие проблемы, за тебя их решают, у тебя не болит голова, что нет там продуктов, что надо куда-то поехать, что надо что-то купить. В этом плане очень легко. По идее, спрашивайте, никакого зазора в этом нет. Спросить свекровь, что можно приготовить, это даже приятно. Спросить, что можно, ну, что приготовить на ужин, чтобы было лучше в этих отношениях. Не знаю, может, она еще раз напишет, в каком плане, что делать. А самое лучшее действительно просто спрашивать и просто говорить, наверное, приятные слова. Знать, что она тоже мама. Вы любите же свою маму. Я не могу сказать, что свекровь можно, ну, как и маму можно будет любить, в принципе, но и можно. Но по идее, что она тоже мама, что она тоже любит своих детей. И также с этого начинать. Просто действительно нужно влиться в семью. Вот в какую-то семью попал, вот почитать ихний уклад семьи, именно в этой семье. Забыть все, что было у тебя в твоем доме, и как бы, действительно, влиться в семью, в которую ты вошла. Быть уже членом этой семьи, не отделяться, не считать себя, что ты в этом доме, не ихняя. Вот мне кажется, вот тогда вот будет понимание, и тогда вот не будет никаких вот непоняток в семье. Просто влиться в эту семью, не стараться, ты пришла в эту семью по-любому, не стараться переделать семью, в которую ты пришла, а именно вот влиться в семью, в какой в этот момент она есть. Ужин на плите. Работяга какой пришел. Так, Анна Мухайловна, тетя Лера, вы прививку от ковида сделали? Нет. Не делала. Так, Анна Мухайловна, Таиша Салам, родная. Ханифа Чичеева, да, смотрела, как Наташа с мужем ходили по комнатам, очень добротный дом, завершить стройку, это такое радостное событие, да.
Арина, влиться в семью, да. Аиша, Лейла, как всегда, мудро рассуждаешь. Рая Коварнукаева, Лейла, я и не знала, что у тебя прямой эфир. Поздравляю с очередным эфиром. Спасибо, Рая. Арина, Элина, а ее готовы принять как есть? Ну, тоже вопрос. Наверное, готовы принять как есть. Принимают ли ее, какую она есть, но ей надо стараться, чтобы она была не какая есть, а какая именно нужна в этой семье. Понимаете, да, это сложно, но все-таки это надо делать по-любому. Ну и, конечно, ее примут, какую есть, полностью исправлять человека не будут, но надо идти друг другу навстречу по-любому. И считать уже семью мужа все-таки своей уже. С первого дня, и не будет никаких вот неприятностей. Вот с первого дня быть добродушной к семье своего мужа. Именно добродушной, доброжелательной. Стараться действительно притереться именно к укладу этой семьи. И по большому счету действительно нужно просто забыть то, что было в твоей семье. Потому что каждая семья разная. У каждой семьи свои правила, по-любому. И не зря же у нас говорят хенч гордая разумлок на чью арбу сел, поддерживая эту, как эту музыку, наверное, ее. Вот типа такого. Поэтому только так, по-другому не будет. Если она будет тянуть в одну сторону, семья в другую сторону, из этого все равно ничего не получится. Ну, это мое мнение, конечно. Так, все замолчали? Вы согласны или не согласны со мной? У нас азан, между прочим. Так, Виктория Гузенко. Лео, очень приятно ваши ролики про свадьбы и обычаи. Моя мама аварка, родом из Ведено, но давно живет на Украине. Я тоже родилась на Украине. Интересно все обычаи народов Кавказа. Юлия, Россия, лично я только за. Ленка Бокова, все верно, Лео. Так, Заина Богатырева, доброй ночи, Лейла, рада вас видеть и слышать. Добрый вечер, Заина, я тоже рада. Все мои постоянные комментаторы, по-моему, практически все в чате. Анюта Ромашка тоже в чате. Дверь 2, но у нас скрипит. Так, Мака, все верно, полностью согласна. Так, много надо? Нахрен. Платье на моей кровати в кармане, по-моему. Денежка нужна. Забыли клип купить. Ну, конечно, чтобы, в принципе, чтобы сноха чувствовала себя своей, нужно и принять ее как свою тоже. Это в одну сторону по-любому не получится работать, над этим нужно и свекрови, и родным, и мы, конечно, вместе. Только обоюдно это получится, если свекровь ее не приняла, если родня мужа ее не приняла, от того, что девочка хочет стать членом семьи, тоже, конечно, бесполезно. По-любому нужно работать обеим сторонам. Так, Аиша, Анна Мухаммедова, алейкум ассалам, родная, Юлия, Россия, Лейла, а Ибрагим вылечился, до сих пор болеет, еще болеет, слабенький еще, и горлышко болит. Правда, антибиотики не пьет, но так,
еще мучается. Но он обычно дней 5-7, это однозначно ему надо переболеть, чтобы лечился. Друзья, у нас вчера все-таки не вчера, в воскресенье страшная авария была. Куда наши парни спешат, я не знаю. 3 человек из одной семьи, муж, жена и дочка. Это вообще страшно. Похороны были в Инстаграме. Даже мужики плакали. Не знаю, почему так спешат. Где что-то. Так, Альбина Магомедовна, я за. Невеста должна принимать семью мужа с любовью, уважением, уважать старших и заслуживать от них то же самое. Слушать мужа и родных. Да. Ташина семейка. Леева у меня Дмитрий попробовал ваши маты, сказал, чтобы я научилась их делать так же, как вы. Теперь просматриваю ваши ролики, еще рецепт ваших мантов. Так, Мака, да, где что, царя, да, это очень, это страшная трагедия, друзья. 3 трупа в один день. Прям вот, не знаю, Эйша, Ани, да. Так, Рая, я свою ангину вылечила, съев 100 грамм пломбира и не заметила, как прошло. Когда-то я тоже свою ангину вот так вот вылечила. Ну, не знаю, с Ибрагимом не рискую. Так, Милена. Привет, Лена. Скажите, пожалуйста, как распределяете бюджет, если на одном месте живут и молодая семья, и родители? Так, Ирина Крапка. У вас слегачит на дороге? Еще как, Ирина. Не строго относятся к правилам. В Турции была, там не очень ездит по правилам. У нас практически не ездит по правилам. У нас очень плохо именно с дорогами. Очень. Аварии за авариями. Не знаю, куда наша молодежь летит просто. Не едет, а летит. Так, Лариса, добрый вечер. Лила, вы большая труженица. Не представляю, как у вас на все хватает сил и времени. 4 мужика в доме, их же кормить надо, ухаживать за ними. Хозяйство, огород, я вами восхищаюсь. Спасибо большое, Лариса. Так, Ленка Бокова. Они ехали домой со свадьбы своего сына и погибли. Да, вот именно в день свадьбы своего сына. Это вообще страшная трагедия. Так, Ирина, кстати, да, мороженое, говорят, хорошо при ангине. Мы как раз в воскресенье ездили к дочери тоже. Ну, у них годовщина была, бабушка умерла, садаку делали. Тоже свадебный кортеж, была авария, машина одна в обочине, одна на обочине стояла. Не знаю, ну, явно было видно, что не так сильно, вряд ли с кем, ну, по крайней мере, погибли, но опять свадебный кортеж и авария. Это же все-таки очень неприятно. Хотя наши старики все время стараются, чтобы больше 3 машин не ездили, чтобы не лихачили, но молодежь не слушает. И мы поехали к дочери, там часа 2 пробыли, возвращались. Только тогда этот свадебный кортеж разрулил эту обстановку и поехал за невестой. Вот насколько вот именно вот неудержимость наших молодых парней вот так вот делают на дорогах проблемы, и людям проблемы дома. Все-таки, когда на свадьбе бывает, такое бывает неприятно хозяину. Так, Лариса, дай Бог вам здоровья, невесток хороших. Спасибо, Ленка Бокова, них и погибли, да. Так. Ирина, ой, какая страшная трагедия, и не говорите. Так, Марьян, у дочери не снимали, вы нет, конечно. Ирина Крапка, молодость, думает, что жизнь не одна, да. С меня как раз смеялись, когда, ну, это получается же у меня
Захлажи наши поймут, ну, свах получается также. У них неприлично было снимать по менталитету по-любому. И они сейчас, дочка мне говорит, мама, говорит, кто-то говорит, обсуждали, она оператора с собой приведет или сама будет снимать. Так что, в принципе, обсуждали то, что я могу там снимать. Ну, конечно, я не снимала. Мадина снимала, как мы туда ехали и обратно ехали, но стол, все там, что это мы не снимали. И, в принципе, такие трагедии, что из одной семьи и двое, и трое погибают именно в авариях, очень часто сейчас случаются. И не знаю, куда спешит наша молодежь. Если ехали домой со своей, то значит, наверное, они в ресторане где-то с вами было. Мария, мама, это ужасно, что в Ингушетии происходит. Да, вот насчет дорог, насчет ДТП, это очень страшно, что у нас происходит. Страшные аварии, что не две машины, а бывает и 4. Вот в этом моменте тоже, по-моему, 4 машины участвовало. Что 4 машины, 3 машины, что это вообще страшно. Да, самое страшное, когда родители... Так, я прочитала. Лейла, я прошу прощения, но по поводу вашей бывшей снохи. Что-то здесь как-то не то. Очень редко уходит из семьи. А если послушать вторую половину? Ну, послушать ее я не могу. Самое страшное, когда родители хоронят своих детей. Пусть Бог бережет всех. Да, Аня. А кто из ваших сыновей умеет водить? Все трое. София Мавракула. Конечно, вы молодая, у меня сестре 55 в августе, а вы еще младше. Ну, на годик. Так, Милена. Молодые всегда спешат. В Болгарии то же самое. Так нелепо умирают люди. Ленка Бокова. Да, они в Магасе, в ресторане играли свадьбу. Сами они Семерков да Схоевы, да. Но если честно, друзья, девочка много чего наболтала, не знаю. Пусть на ее совести будет. Ташина семейка. Ну, Наташа, тебя не остановить. Ибрагиму на мороженое 899 рублей. Спасибо, Наташа, ты всегда это делаешь. Марьям, так, сына женить не собираетесь? Пока нет. Хотелось бы, но пока нет. Цены, друзья, подскочили на все. Я не знаю, как. Я уже сегодня думаю про себя. Должна строиться Мадина, должны строиться мальчики. Что и как. Стройматериал насколько? В 2-3 раза подорожал. Как они будут строиться, что будет. Это что-то. Вот как жить дальше. Мне подписчица тоже писала, что у них тоже и квартиры, и дома подорожали, и, ну, и, конечно же, стройматериалы подорожали. Все подорожало. Так что если даже жениться, пока им придется всем сидеть у нас вариться в одном доме. Меня спрашивали, как бюджет распределяют. Ну, я не могу сказать, как его распределяют, потому что моя невеста со мной жила только 2 месяца. За эти 2 месяца бюджет был у меня, конечно. А так, я не знаю, как каждый в семье по-своему. У каждого свои, наверное,
в общий котел. Какую-то часть, наверное, оставляют молодым. Я, если честно, не знаю. Я никогда ни у кого не спрашиваю, как вы распределяете бюджет или еще что-то. Я даже не спрашиваю своих дочерей, как они там. Потому что младшая живет сама по себе, ей распределять его не надо. А старшую я и не спрашивала, как они там. Так, Аиша, стройматериал очень подорожал, цены очень вскочили, тоже строимся. Ой, это ужас, что творится. Так, Рая Лева, если Ибрагим решится на женитьбу, пускай сам выбирает себе жену. Да, они все трое пусть сами выбирают жену, я не собираюсь им выбирать жену, если честно уже. Так, Мариам, сейчас все очень подорожало, жить становится страшно, да. Лариса с дураков на дорогах везде хватает. У нас в Ростове тоже лихачит. Сегодня возле работы на пешеходном переходе чуть девушку машина не сбила. Следом для 2 автобуса чуть-чуть не столкнулись, да. Ташина семейка, Лера, вам так идет улыбка, улыбайтесь почаще. Спасибо, Наташа. Я не улыбаюсь, потому что у меня проблемы с зубами, поэтому стараюсь не улыбаться. Так, Ирина, а может сначала жениться или выйти замуж младший, или сначала надо выдать старших? Вы знаете, Ирина, сейчас, в последнее время у нас все перемешало. Может и младшая выйти, и старшая выйти, и третья, и четвертая. Раньше ждали, пока старшая выйдет замуж. Может быть, это было и неправильно, потому что раньше, в мою молодость, бывало так, что вот старшая долго не выходит замуж, а за ней еще 3-4, они тоже уже слишком долго сидят. А сейчас могут и 3-ю засватать, и 4-ю засватать, а первые 2 сидеть. И в принципе, так же и женятся. Может жениться. Но в основном замуж так выходит, женится все-таки по старшинству. Но все равно уже практически меняется все. Не как раньше. Аиша, Мария, то ли еще будет это только начало, да. Юлия, еще немножко, и все народы России пойдут Кремль разбирать по кирпичикам, если цены и дальше будут расти. Да уже если честно, я даже удивляюсь, что еще народ сидит, как бы не возмущается. Так, тут Ибрагим Яндиев умную речь толкает. Юлия, слышал такую фразу: Москва любит бедных и любит делать их беднее. Мака, года нету, как мы построились и заехали. Когда мы строились, хоть дом небольшой, но очень уютный, а сейчас очень сильно повысились. Мне очень жаль сейчас тех, кто должен построиться. Все очень дорогое, да. Мака, ты удачно построилась. Так, Ибрагим, это точно сказано, Юлия. А еще на продукты цены резко поднимутся к зиме. Еще поднимутся. Куда их еще поднимать? Я не знаю. Юлия, правильно сказано. Вообще в этой ситуации всегда получается так. Кто был богат, становится еще богаче. Кто был беден, еще беднее. Вот когда вот такие вот передряги бывают, по-любому, кто был богат, становится богаче, а бедный еще больше тонет. Это всегда так. Так, Дугона, по-моему, да? Я правильно читаю? Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Или Дагона. Дагона. Может быть. Так, Аиша, ассаламу алейкум, Лела, валейкум ассалам.
Что-то девочки вы про мороженое стали говорить, мне что-то мороженого захотелось. Я куда-то побежала. 66, 9 человек сразу ушли с чата. Испугались и вернулась, по-моему, да? Да, это одна муха, я не знаю, уже атакует меня. Всегда находится, что одна-две залетели, видишь? Ей только стоит на подоконник сесть, она сдохнет. Извините за выражение. Я не знаю, только сядет муха на наши пластиковые окна и падает. Представляете, какой атмосферой мы дышим у себя. Видимо, она еще не дошла до нашего окна. Ташина семейка мороженое лили в студию. Айша, приятно видеть вас в прямом эфире. Так, мухрира. Все хорошо, нормально. Так, Ленка Бокова, муха тоже хочет поговорить с нами, да? Лилия Россия, это не просто муха, это муха-подписчица. Мака, как я рада, что вам сделали капельный полив. Всегда переживала за вас, только поливать. Хоть у меня и маленький огородик, но это такой труд. Да, это точно, Мака. Во-первых, когда таскаешь эти между рядами этот шланг, он обязательно нет, да зацепит какое-то растение, сломает его, потом я за него переживала. Потом, в принципе, бывает, что не бывает у меня времени поливать. Не все полью и все время переживаю. Сейчас взяла, открыла краники, и такая благодать, действительно. А в этом году, как ни странно, у нас очень мало мух. Я еще вот за весь сезон одного флакона дихлофоса не использовала. А то всегда, потому что хозяйство же все равно мух бывает много. В этом году что-то очень мало, хоть и жарко. Так, Айша, далее, к сожалению, урожай везде затоплен. Следом будут засухи, к этому все идет. Так что, народ, денежку берегите, трудные времена нас ожидают. Алхамдулилlah, будем полагаться на Аллаха. Так, Лина, ассаламу алейкум, Левуш, как мама? Валейкум ассалам, все хорошо, мама здорова. А действительно, мне тоже об этом подумала, потому что все-таки не то, что из-за того, что там заливает или не заливает. Вот я давно занимаюсь огородом, особенно огурцами, но в последнее время не могу с ними долго справиться, долго, чтобы они долго плодоносили, растянуть это время, как было раньше, потому что они, опрыскивая их, не опрыскивая их, хоть химикатами, хоть народными средствами, но они все равно очень мало плодоносят и очень мало, я имею в виду доход, потому что всегда сажала огурцы на продажу, и, в принципе, практически не имею с них дохода последние года, 2-3. Наверное, атмосферные дожди, эти перепады температур, то резко жарко, то резко холодно, а это по-любому, особенно на огурцы влияет очень. Поэтому действительно вырастить сейчас урожай очень сложно, и я начинаю все-таки подумывать про теплицу, чтобы хотя бы для своей семьи не покупать, и были овощи свои. Скорее всего, надо будет делать теплицу. Но вряд ли в этом году, конечно, но все-таки надо об этом тоже уже думать. Хотя неизвестно, что Всевышний сделает, может, и в этом году получится. Не хотела в этом году покупать утят и гусят, наверное, все-таки штук по 10 куплю, раз Аиша тут говорит, что будет немножко голодно. Так, Рая, моя племянница вторая вышла замуж 22-го, раньше, чем ее сестра. Она выучилась на онколога в Астраханской медакадемии. И как нам? Так, Айша Машева, вы большая дружинница, Аллах беркет их. Хулитл, Диариясфол, спасибо. Кема Давыдова, добрый вечер, Лила, и добрый вечер всем.
Привет из Калмыкии. У нас тоже стоит жара. Добрый вечер, Кема. Спасибо, что зашли на эфир. Хотя сейчас и птицу держать, и скот держать тоже, ну реально уже невыгодно. Потому что корма стоит очень дорого. Кукуруза уже почти 15 рублей килограмм стоит. Радима Баракаева, салам алейкум из Чечни, алейкум ассалам. Ибрагим Эдиев, погодите, мне на мороженое деньги скинули. Беги быстро в магазин. Говорят, мороженое ангину лечить. Так, Алена Милохина, добрый вечер, большой привет из Украины, добрый вечер, вам тоже привет из Ингушетии. Так, Юлия Россия, а где Моська? Давно его не видно. Ой, я вам сейчас расскажу про Моську. Ася Кузькова, добрый вечер, Лейла, а как ваша фамилия? По мужу Линдиева, девичья Албакова. Татьяна Шарина, спокойной ночи, всем иду спать, я смотрю записи. Спокойной ночи, Татьяна, спасибо, что были со мной. Айша, без Аишки у вас скучно. И не говорите, я сегодня просила, чтобы она приехала, но девочка не согласилась без мамы и братика приезжать. С ними согласна, а сама не согласна. Уже соскучилась я, если честно. Так, Татьяна Мельниченко, привет из Черноземья. Добрый вечер, Татьяна. Аиша, Лейла, хотелось бы узнать, какой у тебя любимый фильм. Любимый фильм. Какой у меня любимый фильм? Ты меня спрашиваешь? Нет, я просто сама себе задаю вопрос. У меня любимый фильм. Кто она была вот эта вот? Сейчас не вспомню. 100%. Когда была маленькая, мне нравилось «А зори здесь тихие». Очень. Так, Рая, и как нам сказали, в дороге получилась авария, два парня, ударившие сзади машину, получили ранения, а девушка, сидевшая рядом, стала плохо сердцем, так племянница стала ее спасать. Ой, бедный. Фильм, который я всегда смотрю, «Женщина-мент», как он называется? Как он называется? Вот ты сейчас сказала, это у меня из головы вылетело. Ну вот прям под языком. Вот, я постоянно смотрю этот фильм. Смотрела, вернее. Сейчас я уже месяца 4, наверное, вообще телевизор не включаю. Так, Лена Макарова, всем доброго времени суток. Аиша Ибрагим. Причем два же фильма я смотрю вот эти вот. Так, Светлана Белова, 1+1 я тоже очень люблю, смотрела, что раз и всегда с удовольствием. 100 раз, наверное, с удовольствием. Я больше 1000 уже смотрел разу. Я вообще не смотрела, что за фильм. Я тебе показывал немного. Так, Мадина, добрый вечер, Лера, как ты, как мама, добрый вечер. Мама, хорошо. Вспоминаю название фильма. Представляешь, фильм, который смотрю почти каждый день. Ну, смотрела, вернее. Актрису как звали там? Могу я вспомнить? Она на Милану всегда, я говорю, похожа, помнишь? Я знаю, про какой-то фильм я сам не могу вспомнить.
Так, Радима Бракаева, Лейла, вы самая любимая блогер. Желаю здоровья тебе и твоей маме. Спасибо большое, Радима. Альбина Магомедова, всем спокойной ночи. Спать надо, пока дети спят. Да, да. Ну, кстати, это под вопрос не подходит. Это сериал, а не фильм. Сериал? Да. Не знаю. Хотя фильм спасибо. Так, Юлия Лила, скажите нам сюжет фильма, а мы попытаемся узнать его. Но фильм про ментов, просто про следствие. С девушкой главной роли. Да. С женщинами в главной роли. Вот не могу... Ну вот под языком. И название фильмов, и фамилия актрисы, представляете? Вот именно, Каменская. Ой, Каменская. Спасибо, Наташ. Улицы разбитых фонарей, глухарь. Не, их я не люблю. Так, Ирина, у меня любимый А фильм фильм? «Долгая дорога в дюнах». Даже старшую дочку назвала в честь главной героини. Аиша, Юлия, вы мои мысли прочитали. Так, Татьяна, добрый вечер, Лила, привет вам из Таганрога. Вы очень светлый человек и большая дружница. Добрый вечер, Татьяна, спасибо вам большое. Мадина, да, много жмяш, да, хорошо. Говоря словно, спасибо, Мадина, большое, желает мне здоровья и благополучия. Ирина, я уже, наверное, 1,5 года как телевизор не смотрю. Для меня это уже пережиток прошлого. В принципе, я телевизор обычно, знаете, как я раньше смотрела, он мне был нужен на кухне просто для фона, чтобы он шумел. Просто я не выношу тишину. Мне бывает очень некомфортно, когда вот тишина. Ну, так получилось, что у нас сначала он у меня сломался, потом стоял и начал работать, потом у нас затянулся ремонт как-то, и все сейчас сидят в телефонах, и уже как-то действительно этот телевизор уже не актуален. Если мне нужен шум, я включаю телефон, и он у меня шумит там. Включу какую-нибудь девочку-блогера, которую надо поддержать, из своих знакомых. Если слушаю, слушаю, не слушаю, не слушаю, лишь бы был просмотр, и лишь бы он меня немножечко шумел. Как бы, ну, когда я мою посуду, в принципе, я иногда могу не слышать, что там говорится. И потом я пересматриваю уже, чтобы спокойно написать комментарий. Вот в этом плане всегда у меня. Так, Юлия, Ибрагим, эфир не хочешь появиться? Там ответ есть. Нет. Рая, я недавно смотрела фильм «Колечко с бирюзой», там хорошие актеры снимаются. Елена, добрый вечер, привет из Белгорода, добрый вечер. Вам тоже. Так, Александр Шаков, здравствуйте, уважаемая Лева, большой привет из Новороссийска. Рад вас видеть в прямом эфире. Добрый вечер, Александр, я тоже рада, что вы с нами. Тема Давыдова. Лейла, как мама ваша? Хорошо, надо будет мне ее, наверное, скорее всего, завтра сниму, потому что уже и в личке спрашивают, и так спрашивают маму. Хорошо, все хорошо у мамы. Так, папа, мама Ибрагима в студию. Ну, Ибрагим как девочка у нас стесняется. Рая, Лейла, Тамара и Дива, кем вам доводится, если у вас одна фамилия? Ну, так, получается, она родственница, но дальняя, как бы. Так, Светлана Белова, я в последнее время смотрю только новости и любимых блогеров. Заира Мусалова, привет из Дагестана, вы очень хорошая женщина, все у вас получится, даже не сомневайтесь. Спасибо, Заира. Так, Светлана Клитко, Лео, здравствуйте, рада вас видеть, добрый вечер, я тоже рада, что вы с нами. Ибрагим, просим. Рая, я ее обожаю. Кема Давыдова, тайны следствия, вот именно. Вот видишь, как не могу вспомнить.
Ибрагим Индиев, новости в телевизоре одна ложь, а? Что не слушаешь? Тайны следствия Каменская. А, Я его постоянно раньше смотрела. А сейчас я подсела на какие-то истории, там разные рассказывают. Канал. Выдумки, конечно, но все равно слушаю. Блин, открой окно, пожалуйста. Очень душно. Так, я теперь на кухне блогеров смотрю, я тоже. Так. Аиша Ириска то же самое. Надежда Марченко. Добрый вечер, Лила, привет из Ставрополя. У нас жара, как ваше самочувствие? Ой, у нас тоже жара, самочувствие хорошо. Так, Александр, да, Ибрагим, вы правы, федеральный канал, это то, что... что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Скоро вообще телек выкину. Арина, Лейла, попробуйте, пожалуйста, описать будущую сноху. Это просто нереально. Светлана Белова. Ибрагим по-прежнему работает. Борис-то нет. Ибрагим вышел на стройку с братом, но сейчас на больничном. И никак не вылечится. То сидел неделю, межреберная невралгия была, только прошла невралгия, у него теперь ангина. Я что-то уже начала сомневаться, сейчас ангина пройдет, может быть еще что-то будет продолжение, чтобы не ходить на работу. Так, вы знаете, Ибрагима спрашивать не надо. За Ибрагима я не переживаю, он ее найдет сам. Так, папа, мама, Ибрагим, как надо вам искать невесту? Света Куджина. Здравствуйте, Лила. У меня одной со звуком проблемы, вас плохо слышно. Микрофон можно поближе к себе. Так, микрофона просто нет. Придется к телефону поближе сесть. Рая, Лейла, индийский фильм, если смотришь, то посмотри один фильм в радости в горе. Сколько я этот фильм смотрю, всегда плакать хочется. Рая, я вам признаюсь, я терпеть не могу индийские фильмы. Никогда, даже с детства. Когда даже в наши времена, тогда смотрели эти фильмы, я их просто не переваривала. Так, папа, мама, а значит есть? Да, наверное, есть. И не одна. И они меня... И как я примерно знаю, они меняются. И ни одной. Ни одной. Я тебе поверю. В течение 3 лет уже. Ну когда-то, может быть, так. Тебе 18 только. Какие когда-то, какие 3 года? 15 лет тоже не такой маленький возраст. А так я Юлия, Ибрагим, наверное, не хочет в эфир, боится, что украдут из дома. Да уж, украдут его. Татьяна, Ибрагим, абсолютно с вами согласна насчет новостей Первого канала. Новости смотрим в новостной ленте в интернете. Первый канал и его контент-передач просто вакханалия. На кухне смотрю также блогера для фона. Папа, мама тогда в студии. Зато у нас мама смотрит Первый канал. Все эти передачи. Пусть говорят. Пусть говорят, на первом уже нет. Ну, что там вместо него есть? Есть. Что она потом смотрит? Модный приговор. Жди меня. Жди меня. Каждый день плачет из этого. А? При просмотре плачет. Да, ну, плачет постоянно. Так, что она еще смотрит? Модный приговор, жди меня. Что там еще было? ДНК на первом? Да. Вот. Нет, Это не передача. на НТВ, по-моему.
я не знаю, эту передачу смотрит. Все эти передачи посмотрят, говорят, все, теперь можно его выключать. Ну, а новости, конечно, смотрят. Все новости. И рассказывает про них. Причем даже у нее очень много подруг, которые... Ну, я же ее почти каждые полгода ложила здесь в больницу, ну, просто на профилактику. И каждые полгода у нее появлялась одна, даже две подружки. И она в каждую пятницу звонит своим подругам, общается, иногда и обсуждают эти же и передачи, и новости, и кто ну, про Путина, где кому зарплату повысят, где пенсию повысят, какие детские. Это бывает у бабушки бурные обсуждения с такими же бабушками. Им интересно это все. Если честно, я не могу, просто не выношу именно вот эти вот передачи. Ну, «Жди меня» еще можно посмотреть как-то. Про ДНК вообще я не могу смотреть, как можно вообще выпускать такую программу, я не знаю, чего только там не бывает. Ну, лишь бы бабушке нравилось. Светлана Белова. Мне кажется, вам с Ибрагимом очень весело. Он такой юморной, молодой, задорный. Да. Светлана, а жить иначе это и не жизнь вовсе. У него сейчас возраст такой, задорности, веселиться только. Ну, у нас Ибрагим действительно такой веселый, но наш средний, это гроза, он серьезный. Он придет с работы, иногда смотрю на него, вот когда он улыбается, мне аж бывает так приятно, потому что он всегда такой неулыбчивый, всегда серьезный, всегда у него узелок вот тут вот, не знаю почему, но когда он доволен, когда он такой радостный, когда он вроде бы нормальный, вдохновленный такой, мне аж самой бывает приятно, я не знаю, я не завидую его жене, если честно. Для него я 100% не буду никого искать. Так, если у вас есть тарелка, то включи канал, там показывают папа. Включи Ю канал. Тоже интересная передача, а? Включи канал Ю. Канал Ю, да, Ю я пропустила. Есть тарелка. Так, Александр, у меня бабушка тоже постоянно смотрела все это. Главное, что пожилые люди верят всему и порой принимают все близко к сердцу. Вот именно. Оксана Кагерманова. Здравствуйте, тетя Лейла. У вас очень приятный голос, я вам желаю здоровья. Спасибо большое, Оксана. Добрый вечер. Вы не представляете, как я, когда слушаю свои ролики, как я терпеть не могу свой голос. Так, серьезный человек пришел. Ой, улыбнулся. Может, тебя на камеру? Пойдем в прямой эфир. Пойдем. Пойдем, они удостоверятся, ты такой, как я сказала, или нет. Ты выключи звук. Так, Иман Ислам ТВ. Добрый вечер. Когда умер ваш муж? 16 лет тому назад. Александр, кстати, со стороны многие не любят слышать свой голос, и я не исключение. Да, я это слышала, что людям противен свой голос со стороны. Света, мне приходится все-таки переслушивать, когда я что-то снимаю, монтирую. Про моську ты хотела рассказать. А? Про моську хотела рассказать. Про моську. И действительно, я не выдерживаю себя слушать. Расскажу про моську. Так, Света Кружилина. Ибрагим, еще так мало лет, мама рядом, старшие братья, пусть радуются жизни, молодец. Да. Юлия Расилева, вы хотели сказать про моську, это у вас все биологическом уровне.
Просто у нас Моська, друзья, 2 месяца же примерно, да? Назад, типа? Да. Да. Месяца 2 тому назад сильно заболел. Мы сначала не знали, что с ним. Он сильно-сильно чесался, мы начали с какие-то раны, он начал облизать. Мы думали, что он дрался, поэтому раны такие. А потом смотрю, все-таки нет, это не раны, а именно он расчесывает их, что Болячки. и какие-то болячки начали появляться. И он таким страшным стал. Смотрю, постоянно чешется. И я как-то начала искать в интернете, что и как. И оказывается, у нас у соседей есть кот. И они постоянно делят эти территории и наших кошек, как бы во дворе у нас их очень много. Кому не лень, кидают этих кошек у нас. И котят много. Они в дом ко мне не ходят, но я их кормлю молоком. Оказывается, у этого кота была чесотка. Я поняла, что это чесотка, полазив по интернету. И хотела сначала отвезти к ветврачу, но потом увидела, что ихнего кота во дворе с той же проблемой. Я позвонила соседке, она говорит, да, как мы возили к ветврачу и выписали ей какую-то мазь. Из-за того, что у нас еще и Каспер, я боялась, что и Каспер его заразит. У меня практически целый месяц Моська был в заключении в кладовке, мы его не выпускали, я мазала его мазью. Вы не представляете, я не думала, что он выживет, потому что он был очень страшный, весь в ранах, худой, ободранный, вся шерсть с половины кошки слезла. Это было что-то, но я его вытянула, вылечила, он уже нормальный, уже почти одинаковый покров у него, шерсть вроде бы восстановилась, вылечился, но действительно посидел как бы на карантине, потому что я действительно боялась, что он еще и Каспера заразит. Теперь все, они гуляют вместе, все нормально, все прошло. Но приходилось 2 раза в день мазать его мазью и отдельно кормить его. Так что вот так вот наш Моська. Так. Так, все. Иман Ислам, Галамбештол, Диарясху, спасибо. Людмила Череповская. Лила, добрый вечер. Только зашла в дом и сразу смотреть. Сейчас очень много работы во дворе, хоть и в городе живу. Да, летом всегда бывает много работы, друзья. Лариса, я тоже не могу слушать свой голос. Просто ужас ужасный, да. Александр, Ибрагим, у вас очень красивая и правильная речь. Что вы заканчивали? Ибрагим закончил школу и учится заочно. Ибрагим у нас практически одинаково, как я Ишка выучил, и ингушский, и русский параллельно. Поэтому правильная речь. Потому что практически всегда сидел у телевизора, у компьютера, и когда пошел в школу, уже очень хорошо говорил на русском языке. Так. Светлана Белова. Очень приятный голос и грамотная речь. Приятно слушать и смотреть. Спасибо, Светлана. Арина, не хотите отвечать про сноху? Ответьте про Моську. Про Моську ответила. Да и про сноху ответила. Как я вам могу сказать, какая должна у меня быть сноха? Какой бы я ее не хотела, она по-любому будет, какой она и есть. Не знаю, мне в принципе все равно. Лишь бы она, как я сказала, она ужилась с нами в доме. Она чувствовала себя родной в моем доме, чтобы я ее чувствовала родной. Все вот мои претензии. Остальное все. Научиться готовить, но если она не умеет, научиться там уборке, чему-то, научить ее. Это проще простого, если человек хочет, конечно. Единственное мое просто, что бы я хотела, чтобы она была моим человеком, чтобы она принимала меня тоже своей, меня, мою семью, чтобы просто мы действительно были одной семьей. Может быть, сказать дочери это будет, наверное, неправильно, она не сможет, наверное, мне быть дочерью, но, по крайней мере, чтобы хотя бы такой была бы она.
Я бы была ей очень благодарна, если бы она как-то меня воспринимала близко к себе, не свекровью, чтобы она, не знаю, я не могу передать этого, но хочу, чтобы она была моим членом моей семьи, чтобы она меня понимала, чтобы не было границы, что вот она не наша. Вот единственное мое пожелание. А то, что там она может не приготовить, может приготовить, это или убрать, или что-то, в принципе, это ерунда. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы она и была чистоплотной по-любому, как любая сноха. Чтобы она была приветливой к людям, которые придут в гости. Это самое главное, чтобы она, что бы у нее там не было на душе, как бы ей не было, как бы она не устала или еще что-то, чтобы человек, который к нам пришел, гость, который к нам пришел, был встречен с улыбкой, доброжелательно, чтобы она то, что у нас есть, быстро накрыла на стол, обслужила. Вот все мои претензии. И если честно, у меня сейчас огромное желание сразу же, вот как они женятся, если бы у меня была возможность, я бы в этот же вечер их бы отделила, если бы у меня была такая возможность. Просто сразу же, чтобы они жили сами себе. И даже всех бы троих. Вот это желание у меня в последнее время только усиливается. Я бы с огромным удовольствием женила бы их и отделила бы, и не вмешивалась бы в их семьи. Ну, пока я здорова. Если уже, конечно, я состарюсь и не могу без кого-то справляться, одному, конечно, бы пришлось со мной жить. Ну, не знаю, если честно, с повышением цен я не думаю, что они смогут отделиться. Так что придется, если меня надо будет терпеть, то придется меня терпеть. Ну вот как-то так, друзья, не знаю. Так, Оксана Кагерманова. Аишка просто сказка. У меня двое мальчиков, Ислам и Руслан, очень хорошие. И такая спокойная, смотрю всегда Мадину. Да уж, Аишка не так уж спокойная, как вам кажется. Так, Ибрагим, я просто очень коммуникабельный человек, много знакомств. Зина Богатырева. Лейла, вам желаю процветания вашему каналу, чаще проводите прямые эфиры. Не Зина, а Заина. Заина, спасибо, постараюсь. Так, Сафия, да? Правильно читаю? Сейчас. Лейла, а сноху другой нации примете? А куда я денусь, если они женятся? Приму. Татьяна, попробуйте мазь ям при подобных случаях. Очень эффективно и дешево. У меня самой две кошки всегда были овчарки. Но сейчас уже все, я не мажу, она вылечилась уже. Она болела 2 месяца тому назад. Я почти месяц ей мазала этой мазью. Сейчас все прошло, все хорошо, пока ничего ей не надо вроде бы. Александр, кстати, очень рад за вас, что провели капельный полив. Там у вас разводка из белых труб пластиковых. Ее нужно будет периодически подкрашивать, чтобы от солнца не испортилась. Не испортилась, правда? На своем опыте знаю. Спасибо. А может быть не подкрашивать тогда, а чем-то ее обмотать? Друзья, если не сложно, кто не нажал, нажмите на лайк. Так, это у нас админ. Тема, мой лайк 67-й. Галя, Галя, так, ассаламу алейкум, Лила, ва алейкум ассалам, Галя. Как у вас дела, Галя, как там ваш сын? Что-то давно я вас тоже не смотрела, если честно. Нет времени. Так, Рая, Ибрагим, а где находится лайк? Я не знаю, где она. Ибрагим, объясни, где лайк. Ответил. Ответил уже. Вот. Так, Людмила Череповская лайк поставила. Алена Милохина. Я тоже всегда смотрю Мадину и обожаю Аишу. Спасибо, девочки. Галя, 82-й мой. Спасибо, Галя. Вот сейчас и зрители, и лайки сравнялись. Они побоялись. 87. Рая, спасибо, уже поставила. Дизлайк есть, я не вижу. Нет. Это очень странно. Иногда я не успеваю выпустить ролик, когда уже стоит дизлайк. Так, Галя, алхамдулилlah, все хорошо, ждем выхода в отпуск. А вы еще не ушли? Со школы еще не ушли в отпуск, да?
Так, Александр. Можно я обмотать чем-то? Просто ландшафтника работаю. Часто с подливом сталкиваюсь по работе. Лучше всего белые трубы прикопать. Ну, прикопать не вариант, потому что там краники. Наверное, я чем-то их обмотаю. В принципе, покрасить не сложно. Не, краска там где-то какая-то есть. Так, Галина Алила, огромный привет всей вашей семье из Волгоградской области. Благополучия, процветания и крепкого здоровья. Добрый вечер, Галина, спасибо большое. Вам тоже всех благ и здоровья, и удачи, друзья. И всем я желаю здоровья и удачи. Очки. Я очередные очки сломала, эти пришлось спросить у соседей. Одна фабрика выпуска очков 100% работает на меня. Так. Прочитай, не могу прочитать. Где? Душ Эрлайн или как? Раус Эрлайн. Лила, я смотрю, вас Дни в иногда Ирландии, душевный типа, человек, а? перевод дни, ну, будни в Ирландии, типа того. Лила, я смотрю, вас иногда вы душевный человек. А почему только иногда? Спасибо. Хотя Ирланд. Я шучу. Татьяна, почему вас удивляет отсутствие дизлайков? Вы никого не обижаете, очень приятный, достойный человек. Спасибо. Просто, как я и говорю, я не то что прямой эфир, я в принципе, не замечала, но моя дочка всегда говорит: мам, ты не успеваешь выпустить ролик, уже ставят дизлайк, как будто бы только и ждут, что ты выпустишь ролик. Но, в принципе, дизлайки не мешают, просто я удивляюсь, когда их нету. Там, так, Сафия, я думаю, такой свекровь, как вы, терпеть, в принципе, не придется вашим невестам, только получать удовольствие и побольше пользы от вашего общения. Ну, не знаю. Татьяна, всегда найдется такой человек, злой на весь мир. Татьяна? А. Ты что, Татьяне ответил? Так, Александр, у меня постоянно очки ломаются, просто напасть какая-то. Ой, Александр, мы с вами вместе. У меня еле-еле иногда недели две, может быть, дотягивают, а то и нет. Иногда бывает, что я неделю по 2 штук ломаю. Так, их Кузнецы Франции. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, Лила. Всех приветствую, кто в чате, всем мира и добра. Спасибо большое, Ира. Как у тебя дела? Как у тебя получилось в эфир выйти? Николаю привет. Лейла Латырова. Лейла, Седик Хелха, очень люблю и уважаю за твой труд. Ты большая трудница, я моложе тебя, но столько работать я не смогу, устаю быстро, стараюсь смотреть. Все, спасибо за все. Ну, тезка, спасибо. Хахел, Седик, добрый вечер. Так, всем всегда дом, работа, дела, как все успеть. Ну, приходится стараться, конечно. Добрый вечер, Ирина, приветствую вас на канале. Это Ибрагим Ири. Имя, фамилия. Бюстик Хейл, Лорами Лейла. Диалес Хелл, добрый вечер. Так, Ирина, Лейла, случайно получилось. Я очень обрадовалась, что попала на эфир. Спасибо, Ира, что зашла. Друзья, кто интересуется морем и красивыми пейзажами, заходите к Ирке Сница, Франции, моей подруге. У нее очень интересно, мне очень нравится. Вы просто будете отдыхать у нее на канале. Именно как бы обзором именно моря, именно Ниццы, этого города, ихней природы, всего-всего. Я так не могу даже красиво сказать. Она очень красиво снимает, очень красивые места.
и просто даже отдыхаешь на ее канале. Так, Елена Игнатенко. Лейла, добрый вечер. Здоровья вашей семье и процветания вашему каналу. Бабушки Кавказского долголетия. Добрый вечер, Елена. Спасибо большое. Вам тоже здоровья. Рая, если не нравится человек, вместо дизлайка пускай не смотрит. Это мое мнение, а в голову мне не приходилось ставить дизлайки. А я вообще честно удивляюсь. Не просто дизлайк, ладно, еще дизлайк поставили. Я не про себя, а вообще. Если не нравится какой-то блогер, все равно его смотрят, все равно его обсуждают, все равно перемывают ему косточки. Вот для чего и зачем это подписчикам нужно, я не знаю. Но если мне неприятен человек, неприятен блогер, мне не нравится, о чем он рассказывает, я просто туда не захожу, и все. Зачем о нем еще с кем-то его обсуждать, терять свое время. В действительности очень счастливые люди, которые могут это делать, вот настолько обсуждать других блогеров, рассуждать про них, может быть, даже придумывать и не придумывать. Жизнь быстротечная, и тратить на это, я не знаю, это просто жалко. Так, Ирина Лила, так хочется, чтобы в ваш дом пришла хорошая невестка, открытая, добродушная. Думаю, она была бы счастлива с такой свекровью. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы она и была счастлива, и чтобы такая невестка у меня была. Я действительно этого хотела. Николай, добрый вечер, Лила, рад вас видеть. Ира мне не передает привет, денег с меня просит, я сам услышал. Добрый вечер, Николай. Как у вас дела, как у вас там подводные плавания ваши? Да, друзья, у них еще на канале пока Николай показывает и подводные пейзажи как бы. Так что заходите к ней на канал, посмотрите. Лейла, спасибо за смущало. Не за что. Рая, я согласна с тобой на 100%. Единственное, Ира и Николай, я не люблю, когда вы готовите осьминога. Деликатес, да ну тебя деликатес. Они Танзили и Ибрагиму очень нравится. Так, Иван Батов, я на тебя подписался. Спасибо большое, Иван. Я надеюсь, ты останешься со мной, и тебе понравится. Ну, если ты точно Иван, раз подписался, то да, Иван. Добро пожаловать на мой канал. София. Это несчастные люди, которым нечем заниматься, обсуждают других и ставят дизлайки. Ну, наверное, не знаю. Но столько времени тратить на канал я бы не смогла. Их Песница Франция. Лейла, согласна с тобой полностью. Не нравится блогер, прохожу мимо. И все. Во-первых, кому нужно мое мнение? Да и нет времени, желания писать замечания или гадости. Не нравится, не смотрю и все. Так, София, а осьминожки и вообще морепродукты очень вкусные. Не знаю, может быть они вкусные, но съесть осьминога я просто не рискну. Марина Астафьева, Лейла, Ибрагим, здравствуйте, всему чату привет. Случайно видела, что у вас прямой эфир, почему-то не пришло оповещение. Давно ли вы в эфире, рада вас видеть. Так, да, мы уже 1,5 часа в эфире. Оповещение мы делали заблаговременно, часа за 3 же. За 4. Да. Она имеет в виду превышение Ютуба. Я знаю, ну вот поэтому Марина Астафьева тоже моя подписчица, которая всегда комментирует. Большое вам спасибо, всегда смотрит. Так, Александр, недавно пробовал улиток, просто резиновая гадость с осьминогами похожи. Ой, не знаю, вообще я не знаю, как можно. Их есть, если честно. Я и креветок не ела. Не знаю, не могу рискнуть. Так, Иван Батов, а в каком городе Ингушетии ты живешь? Так, я живу в селе, но самый ближний город для меня это Назрань. Живу я в селе Кантышево, в пригороде получается, недалеко от Назрани.
Так, Алла Цибульская. Добрый вечер, привет из Белоруссии. Добрый вечер, Алла, вам тоже. София, приедете к нам в Грецию и попробуйте, как у нас их готовят. Ой, в принципе, я готова съесть все морепродукты, если смогу поехать в Грецию. Николай, спасибо, все хорошо, ловлю рыбу, ныряю, загораю. Лейла, рыбу едите? Рыбу обожаю, Николай, в любом виде, хоть какую. Так что рыбу можно. Так, Ира, София Муракова, согласна, зависит от того, как готовят. Ну и, конечно, все это на любителя. Так, Иван Батов. Так, Ибрагим ответил, сколько времени? 22:35. Иван, а вы откуда? Если не секрет. Значит, будем кормить рыбкой. Спасибо, София. Я из России. Россия великая. Откуда именно из России? Нет, почему мясо? Мясо. Я люблю рыбу. Ну и без мяса не могу, если честно. Да про себя. Башкирия. Очень приятно. Если хотя бы дня-два у меня не бывает мяса, то я уже не знаю. И не знаю, что готовить, и в принципе бываю голодная, если честно. Так, Рая, Лейла, у меня артрит, я много ходить не могу, я не жалуюсь, просто хочу сказать, что смотрю многих блогеров. Вы знаете, друзья, между прочим, по-моему, этот артрит какая-то зараза, потому что у меня очень много подписчиков, которые жалуются, что у них артрит, что они практически не ходят, и поэтому смотрят разные каналы, блогеров. Это какая-то напасть, я думаю. Неужели нельзя ничего делать? Вылечить как-то. Ну, вылечить, что не вылечить нельзя, я знаю, но как-то помочь. София, и мясом тоже в Греции вкусно баранину готовят. Так, Ира, мы тоже без мяса не можем, особенно младший сын. Иван, у нас уже пол-первого. Ух ты. Александр, да, мясо, мясо. Лина, мне оповещение не приходило, попало случайно. Николай, вы шутник. Николай, тогда как приедете в гости, наловлю для вас, а сожительство приготовит. Утро все отличается. Николай, у нас есть такая поговорка на ингушском, ну если вдруг там муж что-то говорит насчет жены, то лучше прекрати, ты будешь холодный чай пить, типа щелчина, да, так что лучше не шути так, не шутите, вернее. Насчет сожительства я имею в виду. Сожительница, это кто ей отвечает? Иван Батов, а вот наше мясо испорченное есть, это как вроде для здоровья. Испорченное есть, это как-то вредно для здоровья. Так, Антонина Кальченко. Лейла, доброго утра. Вы довольны своим огородом? Что вы думаете о урожае в этом году? Мысли есть? Я с Приморского края, у нас 5:30 утра. Ничего себе. Доброе утро, Антонина. Я иногда не знаю, как здороваться с моей подругой Галей из Америки, потому что когда у нас я уже укладываюсь спать, она встает. Так, насчет огорода. Нет, я в этом году и в этом году, и в прошлом году недовольна своим огородом. Даже очень недовольна. Не знаю, особенно огурцами недовольна. В принципе, и всеми семенами. Несколько раз пересеиваешь, все равно они не всходят, и огурцы не всходят, и зелень даже очень плохо всходит. Не знаю, у меня или у всех, но очень плохо всходит. Так. Лела, мне нравится, как Ибрагим комментирует. Ира, правильно, Лела, будет пить чай без сахара, вот именно.
Без сахара и холодный ему наливай. Так, Аистенок и ее семья. Хоть уже и поздно, а зрители много, значит, соскучились. Аишка, где Аистенок? Юлия, Россия. Мадина еще как соскучились. Ибрагим, почему я модератор? Угадай с 3 раз. Из-за того, что у меня... Из-за этого? Из-за чего? Ну, пусть угадает. А, Пусть угадает. зачем гадать, говори. Аистенок и ее семья. Аиша сидит мороженое кушает. Ну, вы меня сегодня все этим мороженым только так и дразните. Я хочу тоже мороженое. Виктория Чевинова. Очень жаль, что пропускает сообщение. Не все читаете. Разве? Что-то я не видел. Доброй ночи, привет из Донецка. Каждый день жду новых роликов здоровья А где? в вашей семье. Это до того, как Ирина... Вот. Извините, я просто пропустила. Виктория Чевинова. Доброй ночи, привет из Донецка. Каждый день жду новых роликов здоровья и благополучия в вашей семье. Добрый вечер, Виктория, ради бога, простите, действительно пропустила ваш комментарий. Если вдруг пропущу, друзья, действительно перепишите еще раз и не обижайтесь на меня. Я стараюсь не пропускать просто. Просто я с телефона читаю сегодня первый раз, обычно с ноутбуком мне бывает очень удобно. А я еще что-то разве пропускала? Не за что. Смотри, пожалуйста, что меня пропустила. Ты читала Антонина Кольченко, где она с Приморского края? Ну где? Чуть выше. Алло, доброе утро, вы довольны своим огородом? Читала. Все, тогда больше нет. Читала. Так, Елена Дун, доброе утро, слушаю вас, улыбаюсь, берегите себя. Спасибо, Елена, видите, у них уже утро. Антонина, в 5:30 можно и поспать еще. В 5:30, если она живет в селе, то поспать уже поздно. Это ты можешь, Мадина, в квартире в 5:30 поспать? Это ты у нас, Соня. Да, у нее, Соня, не получается сейчас ее с малышами быть. Она на ходу засыпает, потому что малыш очень капризный. Так, итак, зачем она модератор, ты ей ответил? Ну, не знаю, потому что она твоя дочка. Чтобы она заметила, если что, это имеешь в виду? Что заметила, если что? Ну, в комментариях. Ну да. Так, Я Надя её Голуб. Я ее сделал модератором. Надя Голуб, здравствуйте, я только пришла, у нас сезон сбора клубники. Поздно приходим домой, всем хорошего. Всего вам хорошего. Всего вам хорошего, главное здоровья. Доброй ночи, Надя. Спасибо большое. Так. Клубника, это здорово. Конечно, я не успела, еще хотела еще одно ведро клубники купить. Так, Николай, как у вас погода? Жарко? Очень, Николай. Эти 2 дня просто жара. Вы сегодня говорили, что 36, но, по-моему, было все 40, потому что просто градом пот лил, настолько было жарко. И нереально. И сейчас вот в доме душно, потому что целый день накапливалась эта жара, и очень душно. Мака Талдиева, доброй ночи, Лила, с удовольствием смотрю ваш влог. От вас веет добром и теплотой, процветания вашему каналу. Спасибо, Мака, большое. Так я и тебя могу заблокировать, оказывается. Я могу с маминого аккаунта заблокировать и переиграть, да, ход конем. Эти двое тут издеваются друг над другом. Ира, всем всего доброго, надо отойти, обогрела спина и грудная клетка, обгорела. Гуляла на пляже, пойду лечить. Всем всего самого доброго. Спасибо, Ира. Рая, у нас в Чечне то же самое, как и у вас. Да, в Чечне еще жарче даже бывает, потому что все-таки туда, ближе к Чечне, намного жарче. Намного теплее. Так, Александр, да, у нас тоже очень жарко, и море не спасает.
Хотя сегодня утром гроза была, а потом душно стало. Александра, а где вы живете? Аишка спит уже? Ой, сейчас бы дождь действительно прошелся, бы было бы немножко свежо. А, да, мороженое. Кушай. Все, я еду к Аишке. Светлана Квитколева, у нас в Калмыкии еще жарче, сегодня 42, ужас. Новороссийске, на Черном море у нас этот сезон погода совсем непредсказуемая. То ливни, то жара, то ветра. Да. Марина, у нас было очень жарко, но сейчас гром и молния, ливень, и сразу стало прохладно. Ой, Марина, нам бы сейчас этого дождя. Значит, через несколько дней пойдем в лес по грибы, очень ждем. Мы заядлые грибники. Раис мороженое. Рамзия Кантуева. Доброй ночи, Лила. Доброй ночи, Рамзия. Ты что там издеваешься? Разблокируй ее. Я не блокировал. А, ты убрал, что ли? У нас перепады все время света. Николай, везде погода с ума сошла. Вчера поехал на море понырять, так и ничего не получилось. Ветра нет, а волны большие, в воду не войдешь, опасно. А скалы можешь расшибить. Да уж, тогда лучше не заходить на море. Вообще море такая стихия, я боюсь очень моря, непредсказуемая все-таки. Никогда в жизни не рискнула бы нырнуть. Вообще действительно погода очень изменилась в плане, что иногда, не то что иногда, например, сегодня может быть жарко, а завтра холодно, эти перепады все-таки очень влияют и на здоровье, и на урожай, конечно же, кто живет в сельской местности. Так что действительно все поменялось. У нас обычно старики говорят, какие люди, такая и погода. Люди же тоже изменились. Так, Александр, а у нас море еще холодновато. Туристов много, но я пока еще не ногой в воду. Да? А что, и туристы не плавают? Вы представляете, я никогда в жизни не плавала в море. Никогда летом не была на море. Весной и зимой была. И осенью, да. Вот именно вот холодные времена будут. И то так попало, что у меня Ибрагим отдыхал в Лазаревском.
в санатории часто к нему ездила. Ибрагим, мне горы больше моря нравятся, но самое ироничное, я и в горах не был, хоть до них и рукой подать. Заина Богатырева, Лейла, когда вы путешествовать поедете? Ну, Заина, мне придется, наверное, дождаться снохи, потому что на кого я оставлю своих мужчин, чтобы поехать путешествовать со спокойной душой. Так, Александр, туристы, особенно с севера, их не вытянешь на берег, для них нормально, нам, южанам, вода холодная, да. Ну, в принципе, да, жарко-то стало совсем недавно, море, наверное, не успело, конечно, согреться. Рай Лила, это Аллах дает знать, что все его в руках, а не у людей, вот именно. Так, Айсенок и ее семья, а мы хотим в этом году на море поехать по воле Аллаха. Ну, дай Бог, чтобы вы поехали. Дай Аллах, чтобы вы поехали. Ибрагим Мазина, как известная песня «Увези меня с собой». Нина Бадеа, по-моему, да? В Берлине тоже было холодно, сегодня 17 градусов. Ух ты. Кто-то мне еще сегодня писал или говорил, я не помню, что холодно. Александр, я вообще родом из Узбекистана. Там сейчас 50, а жары тоже для начала лета очень жарко. Ух ты, 50. Как они выдерживают, Александр, я не представляю. Я как раз я это хотела сказать, Мадина, если за детьми присмотришь. Хотела тебе сказать, да, вези его с собой, будет за детьми присматривать. Так, Марина, оставь. Если бы была моя воля, я бы со всеми поделилась дождичком, кому его не хватает на данный момент. В принципе, нам, конечно, всем людям не угодишь, что нам дожди не нравятся, то нам жара не нравится. Но все равно, когда бывает очень вот так вот жарко, вечером, если бы прошелся дождик, было бы, конечно, шикарно. Так, прошу прощения, в Бельгии. Ирина, о, правильно, Марина, берите Ибрагима, будет детей смотреть, вы отдыхать на море. Так, Аниша, привет, привет. Да я Ибрагиму на море детей бы ни на минуту не доверила. Он бы и детей потерял, и сам бы потерялся. Как говорит его старший брат, у него не просто ветер в голове, а ураган. Мой след простыл бы. Рассеянный ужасно. Ну почему Россия? Как почему рассеянный? Тебе скажешь что-то, Юлия Россия, ага, Ибрагимов чемодан с собой на море. Что-нибудь сделать скажешь, ты всегда забываешь. Это разве не рассеянность, Ибрагим? Куда ты там ушел? Ну, наверное, друзья, мы сегодня закроем наш эфир уже. Ибрагим, как ты на это смотришь? Хорошо сидим. Александр, это возраст такой, а не рассеянность. Ну, не знаю, возраст это не возраст, но постоянно что-то забывает.
Так, Заина Богатырев, спокойной ночи, Лела, здоровья и всех благ вам. Заина, тебе тоже спокойной ночи. Спасибо, что были со мной. Так, Рая, это не рассеянность, а просто иногда склероз в гости приходит. Он не в гости приходит, он живет с нами, этот склероз. Я все говорю, не часто приходит, он живет с нами. Так, Марина Астафьева, всем спасибо, спокойной ночи, очень здорово пообщались. Спасибо большое, Марина, спасибо вам огромное за комментарии в роликах и за участие в чате. Тоже огромное вам спасибо, я благодарна. Я благодарна всем вам, друзья. Ибрагим, куда ты там делся? Да, закругляемся. Рая, ой, не говори, Ибрагим, сама такая. Ну все, друзья, на этом сегодняшний эфир мы закончим. Огромное вам спасибо, что участвовали, что лайкали, и за поддержку моего канала, и меня, и за ваши хорошие комментарии, и за оценку моего труда, как бы. Я вам всем действительно очень благодарна. Большое вам спасибо, всех благ вам, мира и благоденствия. Ну и как всегда, вот как-то так у нас сегодня.